Несмотря на прохладную погоду, школьники встречают депутата под зажигательную хайтарму во дворе учебного заведения. Актовым залом похвастаться не могут, ведь в школе с изучением крымско-татарского языка недостаточно помещений. Наша школа, конечно, оборудована всеми технологиями, интерактивными досками, мультимедийными досками. Но у нас также есть проблема, то, что у нас нет спортзала, не хватает мастерских нету. Но в данный момент у нас в одну смену. Но с каждым годом у нас приходит уже по 2 класса. В данный момент у нас школа уже все кабинеты заняты. Основные проблемные вопросы Руслану Бальбеку озвучили и сотрудники Азовского медресе исламских наук. Из-за низкого напряжения бытовые электроприборы в здании регулярно выходят из строя, и учащиеся не могут в полном объеме подготовиться к занятиям. У нас иногда отключают свет, не бывает электричества, и поэтому есть насущная потребность, необходимость в электрогенераторах, в автономных источниках электропитания. Что Руслан Исмаилович, его команда, они способствуют развитию спорта в Крыму. Мы попросили, если есть такая возможность, на территории нашего медресе организовать спортплощадку. Спортивная жизнь в Джанкойском районе развивается быстрыми темпами, однако необходимых условий для занятий нет. Руслан Бальбек поручил руководителям учебных заведений составить технические задания и взял этот вопрос на контроль. Там отсутствует помещение для спортивных занятий, отсутствует спортзал. Конечно же, этот вопрос будем тоже рассматривать, каким образом мы можем посодействовать. Либо это будут бюджетные решения, либо внебюджетные. И, естественно, была заявка по Азовскому медресе, это установка спортивных сооружений, малых архитектурных форм. И в самом Азовском это строительство спортивного зала в рамках благотворительной программы «Спортзал» в каждый населенный пункт. По приглашению имама Джанкоя Музафера Керимова Руслан Бальбек посетил и единственную в городе мечеть. Местные жители долгие годы не могут провести газ в культовое учреждение. Теперь вопрос решится в ближайшее время. Буквально завтра уже представители Крымгазсети свяжутся с подрядчиком, и уверен, что в кратчайшие сроки мы согласуем проектную документацию, определим источники финансирования, и мечеть будет однозначно газифицирована. В стадии решения и вопрос нехватки мест на мусульманском кладбище. Эту проблему жители поднимали неоднократно, ведь хоронить усопших практически негде. Власти города внимательно выслушали жителей и совместно с межконфессиональным советом предусмотрели в генплане подходящую территорию. Именно этот участок, порядка 2 гектаров, будет выделен под мусульманское кладбище. Осталось оформить документы на земельный надел, и только тогда активные жители города приступят к благоустройству и ограждению территории. Проблемы в районе копились долгие десятилетия, но только в последние годы они начали решаться. Местные жители убедились, что их чаяния наконец услышаны. Руслан кардашымыз келгеннен я очень рад, что нас посетил Руслан Бальбек. Если он нам будет так помогать, мы готовы с ним встречаться хоть каждую неделю. Желаем ему здоровья и счастья. Спасибо ему за помощь. Пусть всегда он служит во благо народа. Все озвученные на встречах вопросы Руслан Бальбек взял на личный контроль. Теперь предстоит масштабная работа по улучшению жизни крымских татар района. Султания Истакаева, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет.